Опа! Есть. Есть поклевка, блин. Не лезет в лунку. Только не уходи. Доброе утро, друзья! Начинается 4-й день нашей рыбалки. И начинается он с сытного завтрака. А на завтрак у нас сегодня яичница и кофеечек. Кофеечек. Покрепче сделаем. Вот так вот. Опа. Тепло. Сегодня мы встали чуть пораньше немножко, потому что вчера пораньше легли спать. Вот так. И сгущеночкой. На улице все без изменений. Также тепло, температура около 0. Начинает светать уже. Что? Завтракаем. И вперед. В планах у нас сегодня ехать сразу туда, где набурили по толстому льду новых лунок. Будем пробовать. Сегодня выезжаем, я уже собрал спальный мешок. Кое-что, но все оставляем здесь, чтобы с собой не возить. Порыбачим, соберемся и сегодня выезжаем. Заканчивается наша рыбацкая эпопея. 4 дня. 4 дня наедине с природой. Это здорово. Я доволен, я уже доволен. Надеюсь, я сегодня... красота. Поймаю хотя бы 4 штучки-то. Надежда есть, конечно, надежда есть. Ну, если нет, так нет, что делать. Все, приятного аппетита. Вот так вот и живем. Вот такая вот у нас лесная жизнь. Ладно, друзья, завтракаем, встречаемся на реке. Друзья, послушайте, какая тишина. Только дятел вдалеке долбит, ищет короедов. Ветер стих. Температура плюсовая, потому что ничего не замерзает. Где-то +1, +2 может быть. И полный штиль. Дождь, скорее всего, будет, но это видно будет. Пока дождя нету. Поехали. Поехали на рыбалку. Лунки ждут. Весна. Натуральная весна. Не думал я, что весна наступит в феврале. Морозы, скорее всего, конечно, еще будут, но это уже весна. А где весенний клев? Там весенний клев. Так, ледобур взяли, удочки взяли, пешню взяли, чайник, котелок взяли, рюкзак взяли. Все, остальное заберем потом. Так, пакет для рыбы. Так, сделаем, чтобы не улетел. Поехали.
время сегодня чуть пораньше выехали. Обычно выезжаем часиков 9, сегодня 7 часов. Мы уже выехали. Так, вот мы и на речке. И уже по сложившейся традиции первым делом проверяем наши лунки. О-хо-хо, бог ты мой! Еле-еле заметная пленочка. Это даже не лед, а так, не замерзло, вообще ничего. Даже на реке льда нет и не было. Я знаю, что, друзья, мы забыли в избе. Но возвращаться пока не буду. Пилу мы забыли. Там же 2 дерева упало, то что... Ладно, посмотрим. Возвращаться плохая примета. Так, здесь пусто. Тогда мы идем к вам. Это как индикатор. Если на этих 5 лунках рыба не клюнет, значит сегодня не клевый день. Если клюнет, значит клевый. Вот мы, друзья, приехали уже на 3-й, 4-й плес уже получается. И наконец-то первая поклевка. Вот он. Вот такой вот хорюзочек. Ну, блин. Клюнул. Первая поклевка на лунок 50 где-то, наверное. Вчера я загадывал на каждый 20, оказывается на каждый 50. Ладно, будем надеяться, что ситуация изменится в лучшую сторону. Уже больше часа, получается, рыбачу. И только-только вот первая поклевка. Сегодня уже пораньше выехал. Думал, может, утренний клев будет. Хрена лысого, блин. И то взял еле-еле. Тюк. Я сначала не понял даже. Еле-еле вот так вот. Тук-тук-тук-тук-тук. Я его подсек, получается. Нету аппетита у него. Не хапает. Не по-хорюзовски он клюет. Не по-хорюзовски. 4-й день уже. Вот сегодня мы уедем домой. Подморозит. Давление изменится. И, как всегда, завтра клевать будет. Как у нас клюет? Вчера и завтра. Так и у нас будет. Опа! Есть. Есть поклевка. Блин, не лезет в лунку. Только не уходи. Вот он, Энскадан. Фу, дал мне понервничать. Хорошо, что хоть попался хорошо. Вот так вот. Этот уже хорошенький. Этот уже зачетный. Этот уже зачетный. Слава Господи. Энскадан. Обкакался-то, обкакался. Вот, видишь, вот этот взял по-хорюзовски сразу, бац. А вчера я здесь пробовал. Поклевок не было. Не мог же он подойти откуда-то, вот эти 2. Может, просто клевать они начали? Хотя они по одному тоже не ходят. Не знаю, не буду ничего говорить. Главное, вот он, красавец мой. Вот он, хорюзец. Красавчик. Фу, я же употел, пока доставал. Упирается капитально, не хочет в лунку лезть. А леска здесь у меня
Тоже тоненькая, не помню. 0,14, 0,12 где-то, наверное. Когда хариус берет хорошо, я спокойно рыбачу на 0,18. Подальше от лунки, пожалуйста, отойдите. Нормальный хариусец. Ну вот, хоть улыбка появилась на лице, хоть настроение поднялось немного, а то уже все было. Думал, ну все. Позавчера, 3 дня назад, думаю, клевало плохо. Вчера еще хуже. Сегодня, думаю, вообще уж клевать не будет, что ли. Нет, вот 2 штучки уже клюнули. Хорошее начало. Прошелся с блесенкой по всем лункам. Тоже ничего не клевало. Поставил он на ту лунку. О, клюет, что ли? Или показалось? Нет, клюет. Клюет, 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 клюет. Блин. Фу. Ты не тот размер. Ты далеко не тот. Иди, Василий. Да иди ты. Чё? Иди, иди, иди. Ушел. Я уж думал опять такой здоровяк. Настоячку взял, главное. А только что пытался поймать. Обошел все лунки. Нифига не хотел. Опять же взял на червя. И этот здоровяк тоже на червя взял. Может, они червя больше любят? Ладно, поставим еще пару удочек. Так, пока ставил ту удочку, у нас здесь опять была поклевка. Или это тот же Васек, которого я отпустил? Не поймешь, этот ударил сразу. Некоторые еле-еле. Может, только начали в себя приходить после этого коматоза. Не хочет. А клевал. Ну ладно, если есть поклевки, здесь тормознемся. 8 лунок тут пробурено. Сейчас выставлю удочками и попробую еще побуриться, пошугать. Вчера это сработало. Расставил, бурился. Были поклевки. Может, сегодня также. Третий друг. Третий дружочек. Иди, иди, иди подальше, дружочек мой. Серют-то как взрослые, блин. Взял настоячку. Поставил еще одну удочку. Смотрю, уже долбит. Процесс пошел. И это не может не радовать. Раз, два, три. Я же говорю, хариус есть. И когда он начнет есть, это будет здорово.
Ну что, я поставил 1, 2, 3, 4, 5, 6 удочек. Как бы тут 3 и тут 3. Пока затишье. Попробуем их расшевелить. Сделаем вот тут вот по центру луночку и будем следить. Может, он еще спит, надо его разбудить. Так. Ну, что, никто не проснулся? Ладно. Пробурим еще здесь луночку. Ну что, пробурил я еще, наверное, 8 лунок. Все проверили. Тишина. Эта тройка, наверное, и была. Вот наш улов. 1, 2 и 3. Вот такое вот начало дня. Собираем удочки и поедем дальше. Сюда мы, если что, успеем. На обратном пути еще попробуем. Может, что подойдет. А пока встречаемся на следующем плюсе. Вот и наша преграда. И теперь мы будем пробивать дорогу через нее. За пилой я все-таки вернулся. И за пилой бы, может быть, и не вернулся, но вот забыл еще, вспомнил, что забыл вот этот чехольчик. А этот чехольчик оставлять нигде нельзя. Он всегда должен быть с собой. Дождя нет, но повалил опять снег. Не понос, так фигня всякая идет. Хорошая штука пила.
сделано. А вот это вот мы возьмем с собой. А зачем? Я вам чуть позже покажу, когда обедать будем. Все, теперь чурочку убираем и дорога открыта, путь свободен. Проверяем наш плес вчера обуренный. Лунок тут дохренище. Клюнет хорошо, нет, тогда дальше пойдем бурить. Проверил. Здесь 5 лунок. Там 23-28 лунок получается. На 28 лунке клюнул на сегодня 4-й хариус. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, как он выглядит. А тут все пусто, ни одной поклевки не было. Вон, везде. Дорогу сейчас накатаем. Морозами прихватит, вот такая вот дорога будет. Вот он мой хороший. Вот он мой хороший. Вот он мой хороший харюзок. Вот он мой хороший. Запутал он всю леску. Вот он мой хороший харюзок. Узлов, наверное, навязал. Нет? Так, ну что? Ты один или еще кто-то будет? Есть. Клюет, видели? Опа. Василий. Васко да Гама. Ты, дружок, иди-ка в эту лунку. Ушел. Так. Еще будет? Еще кто-то есть? Все? Все. Их было 2. Нет, еще кто-то? Еще кто-то? Еще кто-то? Ну, осторожничает. А, ну конечно. Дай-ка нового опарыша тебе зацеплю. Молодец. Так что вчерашние нормативы мы выполнили. 4 харюза у нас уже есть. А планировали сколько? 20? Планировали вчера 20. На 100 лунок. В каждой 5-й лунке, если хариус, 20 штук должно. У нас тут не каждая 5-я, каждая 25-я. Как раз вот 4 хариуса есть. На 100 лунок 4 хариуса. Каждая 25-я лунка. Все, нету больше никого. И на том спасибо. Все, что ли? Опять пошел снегопад. Снегопад. Если хариус кушать не хочет.
Друзья, показать вам фокус. Сейчас я буду руками с лунки рыбу ловить. Вот, смотрите. Оп. Блин, не успел. Не успел. Поймал хорюска небольшого. Кинул, он вышел и здесь стоит, главное. И вот на нем вот такая вот пиявка была. Прицеплена, присосана. Говорят, когда пиявка на рыбе, это она не двигается. Стоит на месте. Четыре штуки. Дело не двигается с мертвой точки. Ну, вот 4 поймали и все. Скоро обед. А поклевок все нет. Ну что, время 12 и пора обедать. А сегодня мы будем обедать с горяченьким. Теперь я вам покажу, как можно быстро разжечь костер с помощью этой волшебной чурки. Помните, я вот спилил с помощью одной спички и вот этих двух палочек. Обязательно надо 2 палочки такие, чтобы вот так раз, по щучьему велению, по моему хотению, волшебная чурочка, зажгись. Все готово. Самый быстрый костер. И никакого волшебства. Коми-свечка. Кто ее как называет? Финская свеча там. Китайская свеча там. Не знаю, как ее называют. Я ее называю коми-свечка. Коми-печка, коми-свечка. Главное обязательно вот эти 2 палочки. Иначе гореть будет плохо. Все. Ставим чайничек. И ждем. О! Фу. Устал я что-то. Вон в ряд стоят удочки. Вот они. Сколько? Штук 8, наверное, их тут у меня. Хоть бы 1 кивок где-то шевельнулся. Бесполезно. Вообще клев. Как говорится, не клевало, совсем перестало. Сейчас перекусим горяченького. Сало. Щековина казачья копчено-вареная. Пойдет. Биг ланч. Лапша с тушеной курицей и луком. Блин. Сомневаюсь насчет тушеной курицы. Всяких. Но лапша есть точно. Ешек всяких напихали. Соус с мясом еще. Поняли, да? Мясо. Ох, укушаемся мы сегодня мясом, блин. О, даже вилка есть. Суповая основа. Мы стараемся там лучок поджариваем, морковку. Тут пакетик кинул и суп готов. Соус с курицей. Представляете, сюда вот курицу запихать. Еще что-то есть. Смесь тушеных овощей. Овощей укушаемся сегодня капитально. И вот столько макаронов. О, макаронный блинчик. Так, ну что, все готово у нас.
Обалденная штука. Не надо костер разжигать. Ничего там. Мобильная печка, мобильный костер, так называемый. Можно переставить, можно в мороз руки погреть. Все четко, штучно. Только обязательно надо, чтобы дерево сухое было, сушняк. Распиливаешь на 6 частей. И все. Скоро будет чаек. Пока закипает чайник, пойду еще пошевелю удочки, может что-нибудь заклюнет. Это надо убрать, Ох, как раздуло-то. Пойду проверю удочки. Ну вот и закипел наш чайник. Пока он кипел, прошелся по удочкам. О, смотрите, как классно горит. Вот действительно свеча так свеча. Ни одной поклевки, все черви на месте. Будет и на нашей улице праздник. Так, когда-нибудь. Так. Пусть пока варятся овощи. Мясо пусть пока сварится. Мясом же написали, как его. Лапша с тушеной курицей и луком. Соус с мясом. Голимое мясо кусками вон. Офигеть. Так. А мы приступаем к самому интересному. Сейчас пожарим сальцо. Сало это хорошо. Вакуумные упаковки еще. Брал его на всякий случай. Случай наступил. В первую очередь стараюсь есть то, что приготовлено. Супы там, картофель, то, что дома сварено, приготовлено. У меня в запасе всегда есть банки с кашей. Вот у меня узбекский плов, 4 банки в рюкзаке. Так и лежит. Я его таскаю уже с осени, наверное. 1-2 баночки. Сейчас взял, когда надолго иду, беру сразу побольше. Взял с собой 4 баночки. Это на крайняк. Вот закончились продукты, достал, приготовил. А так зачем доставать, когда есть что есть? Вот так вот. Вот такой вот шашлычок. Блин, у меня уже слюновыделение пошло. Так. В идеале было, конечно, бы на углях это все сделать. А мы сейчас так и сделаем. Только одну вот уберем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот когда огонь прогорит, блин, это у меня на огне получается. Когда огонь прогорит и по центру останется только углевод, тогда вот здорово вообще. Натуральный шашлычок. И так хорошо. Запах. Запах просто изумительный. Ну-ка. Вы спросите, а где же рыбацкий напиток, да? Все. Сегодня мы без рыбацкого напитка. Не потому, что он кончился, а потому, что сегодня мы домой едем. Вечером садиться за руль. А за рулем пить нельзя. Накладно очень. Да если
прав лишат, это капец. Это сразу все встанет. Так что лучше не злоупотреблять. Приедем домой. За ужином можно будет уже такую рыбалку-то. Теплынь такая стоит. Плюсовая температура, все тает. Как весной. Почему-то не клюет. Вот с утра клюнул вот 3 штуки и все. И 4-й вот тут еще. Сейчас пообедаем. Съездим на 1+, где мы в январе с Ромкой рыбачили, где у меня один крупный сошел. Может, он до сих пор там. Там еще попробуем. Если да, нет, дальше не поедем. Развернемся и пройдемся, правда, по лункам. Клюнет, так клюнет, нет, так нет. И надо собираться, двигаться домой. Ну, что там у нас? Супчик-то, бигланч. Сварился, не сварился? Пусть еще варится. Чем не рай, а? Погода теплая. Дождя нет, ветра нет, клёва нет. Сейчас, секунду. Сделаем. О! Гриль. Сало-гриль. Со всех сторон жар идет. Вон. Нормально? Я считаю, что да. Раньше мелкими, когда были, просто так, без всякой рыбалки ходили походы. Пойдем попремся куда-нибудь в лес. Помню, снегу сделаем ямку, чтобы костер разжечь. Разожгем костер. Вместо воды не было ручья почему-то. Топили снег в чайнике. Натопим снега даже не в чайнике, а чипербак такой был. Чифербак. Жестяная банка такая. Растопим снег. Завариваем чай. Попьем чаю. Там, с печенюшками, с пряничками, чем-нибудь. Посидим, побалдеем. И обратно домой. Ну сейчас почти то же самое. Все равно рыбу не ловим. Просто так пришли, побалдели. За несколько десятков километров. Ну ничего. Ни о чем не жалею. Домой приеду, отдохну 3-4 дня и опять сюда приеду. Санька, наверное, уже с вахты. В пятницу, завтра он приедет, получается. Отдохнет немного после работы. И вдвоем сюда. Будем искать голодного хариуса. Ну что, заболтался. День удался.
Пусть даже и не клюет. Мы сейчас это дело быстренько все закидаем. И вперед. После обеда должно и там заклевать. Встречаемся на первых поклевках. Как заклюет, сразу покажу. Рекламная пауза. Время уже 2:30. После обеда пробурил уже один плес. Вот это второй плес. Уже вот сколько, 10, 20, около 30 лунок. Да, 30 точно будет. И только первая поклевка. Первая поклевка. Одеваю камеру. Ни одной поклевки. Где-то лунок 50, наверное, я сделал после обеда. Ни одной поклевки не было. Я упорно бурил. Рыба есть, но она не клюет. И вот здесь тюкнула, я сам видел. Я не стал ее даже до конца ловить. Как клюнул, я сразу убрал удочку, чтобы вам показать, если клюнет. Но поклевка была. Поклевка была. Раз так тюкнула. О, вроде бы опять было, или что это было? Да? О. И дали? О. Еле-еле. Он не столько кушать хочет, сколько поиздеваться надо мной. Опа. Потянул. Только, видать, не с той стороны. Опа, вот он. О, бог ты мой. Василий. Иди. Блин, хотел культурно выразиться. Иди обратно в лунку. Так смачно хотел проговорить одно слово, но сказали культурно. Опа, еще поклевка. Ну-ка, на этот раз что? На тот раз Васек был, на этот раз кто? Ванек? Или Писек, блин? Васек. Ну, хоть поклевку видели, то хорошо. Здесь, на этом месте, кстати, в январе с Ромкой, да, где-то вот примерно вот здесь, в этом месте, сорвался крупный хариус. Звенела леска. Крутил возле лунки, так и не вышел. Так и не захотел залезать в лунку. О, и здесь поклевка была. Обалдеть. Может, еще и поклюет вечерком. Вечерний клев, так называемый. Еле-еле. Вот он что делает. Оп, подсек. Это пойдет уже. Я тебя уже не отпущу. Не крупный, конечно, но на безрыбье и рак рыба. Видали, да, как он еле-еле клевал? Тюк, я его, считай, подсек. Может, еще раз клюется. Мелкий вообще-то, ну ладно. 5-й, скажем так. Это сколько? С утра. Вот с утра у 3 поймал, потом был один, и все. Опа, еще была поклевка. Но сейчас он укололся, наверное, не возьмет второй раз. Нет, еще было что-то еще. Тебя можно уже отпустить. Только не в эту лунку, сюда. Опа. Давай, если крупный попадется,
Я того сейчас тоже отпущу. Если покрупнее попадется, чем этот. Давай. Оп. Да что такое? Что за мелочевка, а? Ну хоть что-то заклевало. Это вообще же тихо было. Вот пойми потом его. Я лунку нашел. Харюзовую. Или просто хариус начал брать. Может сейчас везде так клюет? Если так, то у меня пробурено уже дофига. Да. Опа. Да что такое? Какой-то детский сад там. Ну-ка. Здесь что клюнет? Здесь тоже клюет. Эти, наверное, которых на отпускал. Не, это не клев. Хариус, когда клюет, там даже на пустую мормышку. Мормышка не успевает до дна дойти. Она бш, такие удары в руку аж прямо. Это тюканье еле-еле-еле. Это баловство. Ну вот, этот уже более-менее, как я и обещал, если я поймаю покрупнее. О, обкакался бедолага. То того ждет амнистия. Пойдем, дай, что такое? Где там? Где там у меня? Вон сколько лунок успел. Ну-ка. Ну да, чуть поменьше. Так что тебя, друг, как и обещал, амнистия. Повезло тебе. А тебя, друг, не отпущу. Ну вот, Янскадан. 5-й. Ну что? Посчитал специально вот там до поворота, вот, да, вот видно. И еще столько же примерно за поворотом. Такой длинный плес, потом там перекат начинается. Ровненько глубина, все. 57 лунок. 57 лунок и только один хариус. Не считая мелочевки, которые я еще выпустил там. Штук 5, наверное. Сейчас вернулся сюда. Положил бур. И еще хочу пройтись. Сейчас прошелся с опарышем. С мормышкой. Сейчас хочу пройтись с блесенкой, с нимфой. Я не понял. Что за фигня? Показалось. Я уже думал, рыба висит. Пройдусь еще с нимфой. По этим же лункам. Там пару раз, казалось, поклевки были. Может, на нимфу лучше возьмет. Пройдемся и будем собираться уже. День заканчивается. Время уже, ну, конечно, без 24 уже. Полчаса максимум и все. Пока ходил, проверял все лунки на нимфу и блесну. Уже стемнело. Время, кстати, уже день, каждый день все длиннее и длиннее. 16:32. Время 4:30, а еще, в принципе, даже видно немножко. Ни одной поклевки. Не надо им ни блесну, ни нимфу, ни мормышку, ничего им не надо. Так больше ничего и не клюнуло. Короче, подводим итоги. Вот, сегодняшний улов. Вот таких вот 5 харюзов. Раз, два, три, 4, 5. Вчера 4 это 9. И первый день 7, и второй день 7. 14
и 9, 23 штуки. 23 хариуса за 4 дня. Лунок пробурено 500, не меньше. Так что вот можно прикинуть, сколько лунок на одного хариуса. Рыба есть, рыбы не может не быть, она просто... Мы не попали просто на клев. Вот такой вот результат, но ничего страшного. В принципе, я доволен. Руки устали, ноги устали, сам отдохнул. Все, друзья, едем домой. Ну а следующая рыбалка не за горами. Дня 3-4, и мы опять встретимся или на реке, или на озере. Короче, мы встретимся на рыбалке. Так что до встречи на канале Коми Рыбак. До встречи на следующей рыбалке. До свидания, друзья.